В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте! Сегодня выпуск начнем с новинок в медицине. В мире продолжают изобретать разного рода антиковидные приспособления. На этот раз отличились южные корейцы. В LG разработали электронную маску. С виду обычная, но на деле оказалось все в одном. Есть и система принудительной подачи воздуха, и хирургические фильтры, и даже ультрафиолетовый обеззараживатель. Довод «мне душно, жарко и трудно дышать» для объяснения, почему ваша медицинская маска спущена на подбородок или не закрывает нос, больше не сработает. Южнокорейская компания LG представила новый способ защиты от вирусов – устройство под названием PuriCare. Это по сути та же маска, но только электронная. Два небольших вентилятора подстраиваются под ритм дыхания носителя и поставляют порцию свежего воздуха, который прошел через микронный фильтр. Такой же используют в хирургических кабинетах. Заряжается устройство так же, как и телефон, а в чехле находится ультрафиолетовый излучатель для дезинфекции маски. А еще PuriCare понравится тем, кто заботится об экологии. Обычные одноразовые маски уже стали большой проблемой для окружающей среды. Непонятно, как их перерабатывать. Да и эффективность в ряде случаев вызывает множество вопросов. Наш же аппарат будет служить годами. Вздохнуть полной грудью обладатели PuriCare смогут уже в конце этого года. В LG говорят, что маска поступит в продажу в 4-м квартале. Цена на гаджет пока не названа. Сбербанк заинтересовался умным транспортом. Для этого зеленая кредитная организация создаст целую дочернюю компанию, сформированную из своего департамента Сбер Digital Auto, открытого в апреле этого года. Задачей дочки станет создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы. Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на российские дороги уже в конце этого, начале следующего года и в том же 2021 начать тестовую эксплуатацию. Боснийские автомастера устали ждать массового выхода Tesla Cybertruck в своей стране и создали собственный. Интересным фактом стало то, что главный инженер проекта является поклонником конкурирующей с Tesla компании Ford. В итоге жители Боснии и Герцеговины увидели на автодорогах не просто sci-fi авто, а практически целый танк. С первого взгляда ничего необычного. Можно подумать, что Tesla продолжает дорожные испытания своего вездехода Cybertruck. Но если присмотреться и прислушаться, то становится понятно, что это совсем не так. Во-первых, пейзажи совсем не калифорнийские, а во-вторых, под капотом машины ревет бензиновый, а не электрический мотор. Владелец автомастерской Stark Solutions, что в городе Мостар, Босния и Герцеговина, решил не дожидаться официальной премьеры Tesla Cybertruck в конце следующего года и построить вездеход самостоятельно. Итог работ сотрудников его фирмы вызвал настоящий фурор на улицах. Рассказывает заместитель владельца. Тот отказался общаться с журналистами. Было очень интересно впервые прокатиться по городу. Все на нас глазели. Некоторым даже показалось, что это танк. Ведь не все знают, что такое Cybertruck. А одна девушка остановила нас и спросила, неужели машины Tesla стали производить в Боснии и Герцеговине? На создание кустарного Сайбертрака ушло 8 месяцев, в 2 раза больше, чем планировалось изначально, но пандемия внесла коррективы. Машина создана из листов металла, внутри планшет, как в настоящей Тесле, но торпеда сделана из алюминия, покрашенного под мрамор. Но самое удивительное, что это не только почти Тесла, но и почти Ford. Вездеход создан на базе пикапа F-150. Причину такого скрещивания видов объясняет инженер Мила Марич. Моей задачей было как раз добиться баланса и понять, как можно запихнуть Ford Raptor в кузов от Cybertruck. Дело в том, что заказчик машины одновременно фанат и F-150, и Теслы. Поэтому мы попытались соединить две души в одну. Создатели боснийского Cybertruck признают, что точной копии у них не получилось, но уверены, что их подделка передает дух оригинала. Теперь же им предстоит решить еще одну задачу – зарегистрировать это транспортное средство и получить номера, а это может оказаться сложнее создания гибрида, ведь их детище не соответствует десятку требований дорожной безопасности.
Сегодня знакомимся с не совсем обычным для нашей программы стартапом. Точнее, тематика проекта сильно отличается от того, что обозревали ранее. Сервис VetHub от двух хабаровских разработчиц Юлия и Александра в течение 2 лет трудились над созданием электронного сервиса, который помогает молодым людям подготовиться к свадьбе, экономя время, деньги, нервы и используя интерактивные онлайн-площадки. Сама идея не нова, вот только на российском рынке свадебные порталы решают только часть задач и не закрывают вопрос подготовки полного цикла. А здесь все в одном флаконе. Создается личный кабинет жениха и невесты, где ведется вся подготовка и расписан пошаговый план действий. Можно следить за прогрессом, отмечая выполненные задания. Таким образом, пара знает, что делать, когда делать и сколько еще нужно успеть. Также молодожены ведут учет всех гостей, рассаживают их по столам на интерактивной схеме. С сервиса напрямую можно отправить приглашение и даже в пару кликов создать свой свадебный сайт с красивым оформлением и полной информацией, кто, что и как. Также VetHub стал площадкой не только для молодоженов, но и для людей, занятых в сфере свадебных услуг. Фотографы, визажисты и так далее. А возможность удаленной работы помогла как самим Юлии и Александре, так и молодоженам и свадебным специалистам оставаться в обойме последние полгода в силу, сами знаете, каких обстоятельств. На счету у девушек уже более 4000 организованных торжеств. Игроновости сегодня многочисленны как никогда. И для начала последние вести с судебных полей между Apple и Epic Games, которые не поделили деньги от микротранзакций с популярной игры Fortnite. Компания Apple пошла в контратаку на Epic Games, разработчика популярной онлайн-стрелялки Fortnite. Производитель айфонов подал встречный иск в отношении разработчика игры, требуя возместить ему потерянную прибыль в App Store и различные издержки. Две компании находятся в состоянии юридического противостояния с августа. Тогда Epic запустила собственную систему онлайн-платежей в приложении Fortnite, чтобы, по убеждению разработчиков, противодействовать монополии Apple. Дело в том, что все программы в App Store обязаны использовать исключительно платежные механизмы Apple, при этом отдавая в Купертино 30% комиссию. В ответ на этот демарш компания Тима Кука заблокировала возможность Epic присылать обновления своей игры. Тогда производитель Fortnite и отправился в суд, заявив, что Apple нарушает антимонопольное законодательство. Компания Тима Кука до подачи встречного иска предложила условия для мира. Epic возвращается к платежам через Apple и выплате комиссий. Взамен снимается блок на обновление Fortnite. Но создатели игры посчитали, что это означало бы пойти на поводу у монополиста. Какую именно компенсацию сейчас требует Apple, не уточняется, но известно, что фирма хочет возместить еще и репутационный ущерб от ролика Epic, в котором та спародировала известную рекламу яблочной корпорации 1984 года. А теперь во что же можно будет поиграть в ближайшее время? Компания Ubisoft на своей презентации показала Riders Republic, новую многопользовательскую спортивную песочницу. Игрокам предстоит покорять огромный открытый мир, трюкачить и соревноваться между собой в масштабных гонках на 50 человек. Вместо скучных утилитарных декораций геймерам дадут шанс посетить узнаваемые и вполне реальные локации вроде национального парка Брайс Каньон. Словом, виртуальный рай для экстремалов. Запуск спортивной забавы состоится 25 февраля следующего года на ПК, PlayStation, Xbox и Stadia. А чешские фанаты компьютерной серии World of Warcraft провели в лесу костюмированный фестиваль. Когда грянула пандемия, встал большой вопрос, удастся ли перенести виртуальных героев в реальный мир. Но, как рассказали сами участники, подготовка была столь долгой и кропотливой, что битва за Азерот стала неизбежна. Люди, орки, эльфы и демоны встретились в минувшие выходные в чешском лесу. Фанаты компьютерной вселенной Warcraft отложили клавиатуры и вышли в реальный мир. Ну, почти в реальный. Поклонники онлайн-игры перевоплотились в своих любимых персонажей на время ежегодного фестиваля. В этот раз его пришлось отложить из-за пандемии. Ярослав Расок в обычной жизни носит совсем другую форму, полицейскую, но раз в год примеряет на себя более экзотическое обличие. Это его 7-й слет и самый мирный из всех. Обычно, когда на 3-дневный фестиваль собирается около 200 участников, организаторы устраивают ролевую игру, изображающую масштабную баталию. Но сейчас враждующим сторонам пришлось заключить вынужденное перемирие.
Из-за ограничений и небольшого количества участников пришлось отказаться от битвы за Азерот и провести фестиваль «Темной луны». Но я все равно рад, что это случилось. Я не мог не приехать после того, как столько сил и времени вложил в этот костюм. Я был бы здесь, даже если бы фестиваль вообще отменили. На этот раз Расок изображает Дерго, демона Пылающего Легиона, армии, стремящейся ввергнуть Вселенную в первобытный хаос. Это здорово расслабляет нервы. Здесь собираются потрясающие люди. Можно наслаждаться собой в этом мире, оторвавшись от компьютера. Ролевая онлайн-игра вышла в 2004 году и быстро стала культурным феноменом. Миллионы людей ежедневно встречаются на виртуальном поле битвы, выбирая, на чьей стороне будут сражаться. И на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!